Современные методы повышения урожая и качества плодовых культур и винограда. Под таким названием прошла конференция, объединившая абхазских и российских предпринимателей. Организаторами мероприятия выступил Центр инноваций и развития сельского хозяйства и краснодарская компания «Альпика Агро», поставщик средств защиты растений. В Абхазии компания работает уже около 3 лет. Гендиректор «Альпика Агро» Сергей Кирбабин рассказал о ситуации в пестицидном бизнесе в нынешних экономических условиях. Сегодня время, когда нам нужно меняться, нам всем вместе. Меняться заставляет нас жизнь, и от чего-то привычного придется отказаться. В такой вариант возможен. Мы действительно сейчас проводим очень большую работу по так называемому импортозамещению внутри нашего портфеля, да, которые, если мы видим, что препарат стоит в угрозе поставки или нет, мы пробуем сейчас подобрать ему замену и оценить, как он будет работать в тех или иных условиях. Листера – еще один производитель средств выращивания, защиты и удобрения сельскохозяйственных культур. Руководитель краснодарского отделения компании Кирилл Алексеев рассказал о становлении и развитии бренда. Пандемия, закрытие границ, международная политика – все эти факторы влияют на производство. С каждым годом рынок становится все интереснее и интереснее, серьезнее и, возможно, сложнее. Столкнулись мы с тем, что зависимость между производством пестицидов, она колоссально серьезная, и она очень связана с любыми политическими изменениями. На сегодняшний день Россия – основной поставщик средств защиты растений в Абхазию. Происходящие в пестицидном бизнесе изменения ощущают на себе и наши сельхозпроизводители. Изменилась ситуация по поставкам и органических удобрений, минеральных удобрений, средств защиты. Сейчас будут новые средства защиты, какая-то замена. Наш предприниматель должен быть готов к этому. Мы привыкли на слуху, да, какие-то препараты, которые мы традиционно пользовались, но сейчас все это может поменяться. Поэтому то, что сегодня происходит, это очень своевременно и дает какой-то ориентир. На конференции была презентована книга «Производство фундука в условиях Абхазии». Ее авторы – кандидат сельскохозяйственных наук Анна Малыхина и профессор Гжегош Цислинский. Материал для книги собирался по всем районам республики в течение 3 лет. Мы занимались исследованием почвы, проводили агрохимические анализы, проводили сравнительную характеристику участков под орехом фундук. И все материалы получены, изложены в этой книге. Там сделан анализ содержания азота, фосфора, калия, микроэлементов. И как макро- и микроэлементы влияют на продуктивность ореха фундука именно в условиях Абхазии. Потому что климат очень сильно отличается от климата Краснодарского края, Ставрополья, Дагестана. Здесь уникальные условия для этой культуры, но есть ряд особенностей. На конференции выступили представители других ведущих сельскохозяйственных компаний регионов России. Участники делились опытом и обменивались мнениями. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.